Сегодня Международный день борьбы со СПИДом. Студенты одного из новокузнецких вузов объявили информационную войну вирусу иммунодефицита. На большой перемене активисты раздавали листовки учащимся вуза. На разноцветных листах основная информация о ВИЧ и СПИДе, источниках инфекции и путях передачи. И главное, где и как в Новокузнецке можно пройти анонимную бесплатную диагностику. Всего было распространено около 700 листовок информационных газет. Акции предшествовали лекции и беседы со студентами. Проблема вообще ВИЧ-СПИДа представляет реальную угрозу для сегодняшнего населения. И цель нашей акции – это привлечь как можно больше ребят к этой проблеме, потому что действительно реальная защита ребят – это на сегодняшний день наибольшая информированность по этой теме ВИЧ-СПИДа. Проблема заболеваемости СПИДом в городе все больше тревожит и специалистов. Только в 2009 году было зарегистрировано почти 700 новых случаев ВИЧ-инфекции. Всего же в Новокузнецке инфицировано 5500 человек. Это только те, кто стоят на учете в СПИД-центре. Но куда большую опасность для себя и для окружающих представляют те люди, которые и не догадываются о своем диагнозе. ВИЧ-инфекция – это болезнь, с которой можно жить, болезнь, которую можно лечить и можно прожить до самой старости. Ведь статус положительный, и только спустя несколько лет Сергей смирился с диагнозом и смотрит в будущее без страха. Но клеймо изгоя, кажется, прилипло к нему навсегда. Быть собой может только рядом с женой. У них и прошлое одно на двоих, больше 10 лет употребления наркотиков, и будущее. Супруги надеются на рождение здорового ребенка. Ничего такого страшного не происходит. У меня поменялось просто отношение к жизни, то, что когда вы узнаете, то, что диагноз у вас ВИЧ, на этом жизнь не останавливается. Наоборот, начинаешь пересматривать свою жизнь. Я начала реально осознавать, что да, это действительно расплата за то, какой образ жизни я вела раньше. В Новокузнецке 5503 ВИЧ-позитивных. В группу риска в основном попадают молодые и активные от 20 до 39 лет. Инъекционные наркотики и беспорядочные связи по-прежнему остаются основными источниками инфекции. Многие и не подозревают о своем недуге и узнают о нем, когда бывает уже слишком поздно. Согласно федеральному закону Российской Федерации, обследование на ВИЧ в государственных и муниципальных учреждениях проводится бесплатно. Естественно, наше учреждение все обследования на ВИЧ проводит для населения бесплатно. Также все обследования уже ВИЧ-инфицированных, стоящих у нас на диспансерном учете, тоже проводятся бесплатно. О том, что ВИЧ – это всего лишь диагноз, а не приговор, врачи не устают повторять. Если не пренебрегать лечением, то финальную стадию развития ВИЧ-инфекции – СПИД – можно отодвинуть на долгие годы. В СПИД-центре для каждого пациента назначают индивидуальную схему лечения, и препараты, которые бесплатно выдают ВИЧ-положительным, не купить ни в одной аптеке. Необходимо каждому человеку заниматься собственным здоровьем, то есть находиться на диспансерном наблюдении в специализированном медицинском учреждении, постоянно следить за своим иммунным статусом, диагностировать вовремя оппортунистические заболевания. Это те вторичные заболевания, которые развиваются у человека при сниженном иммунном статусе. С ВИЧ можно жить. Другое дело, как. Порой не сам диагноз, а отношения окружающих отравляют существование ВИЧ-инфицированных. И до тех пор, пока общество не перестанет видеть в них прокаженных, они так и будут скрывать лица и изменять имена. Анна Захарова, Станислав Лебедев, Новости ТВН.